Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», в пражской студии Айнура Джекшерзе. После февральских событий в Украине националисты начали массово сносить памятники и бюсты Ленина. Так было в Киеве, Днепропетровске или Одессе. Митинги с требованием присоединения к России проводятся тоже, как правило, у подножия монументов великому вождю, на площадях, носящих его имя. Как будто одни сводят счеты с Ильичем, другие же связывают с ним свое светлое будущее, а третьи с ностальгией вспоминают о лучших временах. Дежавю, которое мы в разное время наблюдали и наблюдаем и в наших странах. В канун дня рождения вождя мирового пролетариата мы прошлись по ленинским местам в Центральной Азии, пытаясь понять, что же осталось сегодня от символа советского прошлого. Всего 20 с небольшим лет назад представить нашу жизнь без Ленина было практически невозможно. Именем вождя мирового пролетариата были названы многочисленные улицы и проспекты, школы и библиотеки, целые области и города. Он был увековечен в мраморе и бронзе. Казалось, все это священно и незыблемо. Но с развалом великой державы пали и памятники Владимиру Ильичу. Где-то их демонтировали и переносили на задворки или свалку истории вместе с другими соратниками по революции. А порой они рушились в буквальном смысле слова. Это столица Таджикистана Душанбе. 1991 год. Спустя примерно месяц после ГКЧП, когда сторонники независимости стали требовать запрета коммунистической партии, по решению тогдашнего мэра Максуда Икрамова снесли памятник Ленину на центральной площади города, что вызвало бурную реакцию сторонников советского режима. На следующий день толпа, собравшись на главной площади Душанбе, вынудила уйти в отставку председателя парламента. События последующих дней обострили ситуацию и привели к противостоянию, которое вылилось в гражданскую войну. А сегодня главными хранителями памяти и памятников Ленину в Таджикистане, пожалуй, остаются верные члены коммунистической партии. По их данным, всего в Таджикистане до наших дней сохранилось 66 памятников вождю пролетариата. Эта цифра была озвучена в конце января, когда коммунисты отмечали 90-летнюю годовщину со дня смерти Ленина в районе Рудаки. Лидеры таджикских коммунистов уверены, что сегодня, как никогда прежде, народ, в особенности старшее поколение, с теплотой вспоминает советское прошлое и связывает с ним все лучшее, что когда-либо было в Таджикистане. А у одного верного сторонника Ленина в Донгаринском районе хранятся целых 12 бюстов Владимира Ильича. В тех местах, где памятники были сняты, их в основном заменили памятниками Исмоили Сомони, основателю первого таджикского государства. В соседнем Узбекистане же вы не найдете сегодня ни одного памятника Ленину. Они были заменены или снесены на заре независимости. По иронии судьбы, первый его памятник в Центральной Азии появился именно в узбекском городе Хива в 1924 году. У нас не было революции. У нас был просто такой переход, развал СССР, и каждая страна поспешила принять независимость. Также было решено снести памятники теперь уже советской символики, советским лидерам. Каждый режим хочет утвердить свои какие-то приоритеты и забыть о том, что было раньше. То есть начать с нуля. А всего в нескольких километрах от Узбекистана, в кыргызском городе Ош, Ленин, как и много лет назад, стоит на самом почетном месте. Здесь и проводят самые важные мероприятия, будь то парад в День независимости страны или митинг оппозиции, и даже праздничный намаз. В столице тоже сохранились его памятники. Правда, самый главный перенесли с центральной площади, но буквально на несколько метров. Именно там дважды в год собираются местные коммунисты почтить память великого вождя. Образ Ленина присутствует в Бишкеке и по сей день.
Конечно, не так, как во времена Советского Союза, но связано в столице Кыргызстана с именем вождя мирового пролетариата немало. Например, название Ленинского до сих пор сохранил один из 4 районов Бишкека. Имя Ленина гордо красуется при входе в здание акимата этого района. Кроме того, в Бишкеке эту надпись можно увидеть на здании районного суда. А в самом центре столицы расположена библиотека, в простонародье и по сей день называющаяся Ленинкой, хотя она уже давно переименована в Национальную библиотеку. Мало кто из водителей, проезжающих по проспекту Джубек-Джолу, подозревает, что когда-то он назывался проспектом Ленина. Это самый известный памятник Ленина в Бишкеке. Он расположен на так называемой Старой площади столицы Кыргызстана. До 2003 года он стоял на центральной площади Бишкека. По традиции, в день рождения Владимира Ильича Ленина около его памятника на Старой площади собираются коммунисты. Они возлагают цветы к монументу вождя мирового пролетариата и произносят пламенные речи. Он создал, систематизировал теорию Маркса и назвал 3 источника, 3 составные части марксизма. Ну, знаете, вообще я должна сказать, все новые режимы посткапиталистические, и в том числе наши, они вообще относятся абсолютно безразлично к памятникам. Особенно и к памятникам нашей советской эпохи и к вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. А этот памятник мы с большим трудом отстояли. И они вынуждены были его перенести и поставить сюда. Мы здесь дежурили каждый день. Сегодня уже трудно подсчитать точное количество памятников Ленину в Бишкеке. Однако при СССР скульптуру Ильича в полный рост или его бюст можно было встретить во дворе почти каждой столичной школы. Ленин также присутствует в паспортах некоторых граждан Кыргызстана. Возможно, сегодня уже мало кто называет детей Ильичом, Лениной, Марселем, однако эти имена носят еще вполне молодые кыргызстанцы. Не вся нынешняя молодежь сегодня помнит атеистическое прошлое Кыргызстана. По иронии судьбы, именно на площади около памятника Ленину, в своих речах часто использовавшего фразу «религия есть опиум народа», на праздничный намаз собираются тысячи горожан и гостей столицы. Сегодня уже трудно сказать, будут ли через 20-30 лет возлагаться цветы к памятнику Ленину и вообще будет ли он стоять на своем нынешнем месте. Однако сейчас мы видим, что спустя более 20 лет после развала Советского Союза образ Ленина все еще присутствует в Бишкеке. Болот Колбаев, улан-националист, специально для «Перекрестка» из Бишкека. Туркменистан же как будто остался в советском прошлом. В том смысле, что здесь, как нигде в другой стране региона, в каждом городе или селе должен быть обязательно памятник или бюст вождю. Только это уже другой вождь, а точнее Туркменбаши. Но и среди всего многообразия памятников бывшему президенту Сапармураду Ниязову все же сохранился и памятник Ленину. Он находится в одноименном сквере в самом центре Ашхабада. Этот монумент вождя пролетариата уцелел во время массового сноса памятников советским политическим деятелям Туркменистана. Не затронула памятник Ленину и широкомасштабная реконструкция центра современного Ашхабада. В годы независимости все остальные памятники, бюсты, скульптуры Ленина практически во всех уголках страны были снесены и разрушены. Исчезло имя Ленина из названия рек, городов, деревень, улиц, организаций и производственных объединений. В новых названиях имя Ленина было заменено именем Туркменбаши. Но в обиходе туркменистанцы часто используют старые ленинские названия. Он был революционер и был основателем Октябрьской революции 1917 года. Теперь мы приходим, чтобы отдохнуть, погулять по парку, подышать свежим воздухом. Иногда сфотографироваться с Лениным. В нашем поколении мы выросли, мы все начали на значок Ленина, мы все были ленинцами, у нас был ленинский комсомол, у нас всех принимали пионеры, мы все давали клятву Ленину. И вообще всегда мы говорили: Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. В Казахстане тоже улицы и проспекты, которые когда-то носили его имя, многие, даже молодое поколение, называют в основном по-старому. Но, в отличие от Туркменистана, памятников Ленину здесь сохранилось немало. Пусть даже они и не стоят, как раньше, на центральных площадях. Еще 2 десятилетия назад памятники советским вождям возвышались на постаментах в центре Алматы. Сейчас это многометровая статуя Владимира Ленина, стоявшая когда-то перед зданием Дома правительства Казахской ССР, перенесена в парк на окраину города, на так называемую свалку истории. Здесь же ютятся памятники Виноградову, Фрунзе и Калинину. Есть даже памятник борцам Октябрьской революции. Сколько всего в Алматы было памятников большевистскому вождю, точно неизвестно. Но один из них до сих пор находится в парке возле железнодорожного вокзала Алматы-1. Он в крайне плохом состоянии. В декабре 2011 года памятники Ленину были выведены из списка охраняемых объектов. С обретением независимости были переименованы такие улицы, как Ленина, Ленинабадская, Ленинградская, Лениногорская и Ульяновская. Проспект Достык, центральную улицу в Алматы, некоторые жители до сих пор по старинке называют улицей Ленина.
Если передняя часть, то Ленина Абая, если задняя. А какой? Ленин. Ну, Ленина Абая. На какой улице расположен Дворец Республики? На улице Ленина. На проспекте Достык находится самый большой концертный зал Алматы. Открытый 22 апреля 1970 года, в дни празднования столетия со дня рождения Ленина, он был назван в честь вождя пролетариата. В постсоветское время он был переименован во Дворец Республики. В южной столице Казахстана все же есть улицы, названные в честь Ленина. Они находятся в микрорайонах Достык и Шанарак-2. Один из них входит в Алатауский район Алматы. В местном акимате заявили, что улицы Ленина назовут по-другому после снятия моратория на переименование улиц в мае этого года. С крахом марксистско-ленинской идеологии и распадом СССР следы вождя не исчезли. Почему же простые люди в Центральной Азии в последнее время все чаще вспоминают советское прошлое? Сейчас мы видим новое время наступает, когда интерес к нему, мы называем неомарксизмом, марксизму и ленинизму очень возрос. От чего? Потому что снова люди озадачены одной проблемой, которую поставили марксисты. Это проблема свободы трудового человека. Конечно, слова поэта «Ленин и теперь живее всех живых» давно не актуальны. Но все же остаются места, где он, как и прежде, с высоты своего постамента как бы наблюдает за всеми перипетиями нашей жизни. За митингами и демонстрациями политических сил, начиная от коммунистов и демократов, либералов и националистов. У памятника идеологу атеизма даже проводят массовые молитвы. А в Кыргызстане он стал свидетелем 2 революций. Хотя революции – это очень даже по-ленински.